السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعات، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Мухаммад وعلى آله وصحبه وسلم. Мы с вами продолжаем после небольшого перерыва изучение текста акиды имама Тахави в толковании имама Аль-Бабирти. На предыдущем уроке мы с вами затронули тему Аль-Мисак, сказали о том моменте, когда души всех людей предстали перед Аллахом и засвидетельствовали свою веру в Него. И далее мы продолжаем. Имам Тахави переходит к следующему разделу. Это раздел посвящен теме предопределения. Итак, имам Тахави говорит: وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا لَمْ يَزَلْ عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك فعلهم فيما علم منهم أن يفعلوه. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل. Аллаху Та'аля из вечности, то есть до того, как появилась Вселенная, до того, как появилось пространство, материя, время, то есть ничего нет, кроме Аллаха Та'аля. Вот тогда Аллаху Та'аля знал количество людей, которые окажутся в раю, и количество людей, которые окажутся в раю. И Аллах Та'аля по одному не считал, он сразу знал. Джумлатан вахидатан. Фаля юзаду фи залика аль-адад. И это число не увеличится, валя юнкасу минху, и не уменьшится. وكذلك أفعالهم, а также их деяния, фима алима минхум, ан яф'алух, то есть также их деяния, которые он знал, что они будут делать. Нужно отметить, что в основе предопределения лежат такие божественные атрибуты, как знание, могущество и воля. И здесь имам Тахави в первую очередь говорит о знании Аллаха Та'аля, о том, что Аллаху Та'аля до того, как все сущее создать, уже знал, что будет сотворено, где будет сотворено, в каком виде будет сотворено, когда будет сотворено. Знал каждого из нас не только поименно, ну а также какую жизнь мы проживем и каким будет итог. И вообще, рассматривая тему предопределения, нужно всегда помнить про два термина – аль-када и аль-кадар. Аль-када – это знание Аллаха Та'аля о тех событиях, которые должны произойти. Аль-кадар – это осуществление всех событий по знанию Аллаха Та'аля. То есть мы говорим о том, что Аллах Та'аля заранее знал, что должно, что, где, когда должно произойти. И это безграничное знание Аллаха Та'аля, оно абсолютно. И, как известно, знание Аллаха Та'аля неизменно. Аллах Та'аля новые знания не приобретает, имеющиеся не теряет. До создания всего сущего у него было это знание. Сейчас у него то же самое знание, и никаких изменений с ним не произошло. Это знание не увеличилось, не уменьшилось. То есть в тот момент, когда мы проживаем свою судьбу, или в тот момент, когда на Земле или в космосе происходят какие-то события, Аллах Та'аля ничего нового не узнает. Этому и так было известно. Ну и продолжая эту мысль, говорим, что и в судный день знание Аллаха Та'аля будет таким же. Оно не увеличится, не уменьшится. И здесь можно привести пример с родителями и детьми. Родители, скажем, условно могут предсказывать те или иные поступки своих детей. Почему? Потому что они их воспитали, они знают, у них есть элементарные знания по человеческой психологии, они знают те или иные тонкости в характере своего ребенка, поэтому приблизительно могут
моделировать ситуацию, предсказывать ситуацию о том, как поступит их ребенок в той или иной ситуации. Но здесь есть большая разница. Знание Аллаха Та'аля безгранично, знание родителей ограничено. Поэтому родители могут в какой-то мере ошибиться. Ну, скажем, пример. Холодный зимний день. Отец сидит дома, сын пошел за хлебом, и отец моделирует ситуацию. Вот через несколько минут, через 5 минут, сын появится, он думает про себя, забежит, куртку оставит на стуле, хлеб оставит на столе и побежит греться к батарее. Действительно, проходит 5 минут, сын забегает, и все как по сценарию. Куртку бросает на стол, хлеб оставляет на столе и греется у батареи. Но поскольку знание отца ограничено, то ситуация может сложиться не так, как он прогнозировал. Может быть, сын будет греться под одеялом, может, он пойдет поставит чай, к чаем будет греться и так далее и тому подобное. То есть точно, 100% гарантировать свой прогноз отец не в состоянии. Но в то же время, разве отец его заставил таким образом поступить? Нет, конечно. Отец, зная вот эти тонкие моменты его психологии, зная, что ребенок, его сын зябкий, зная, что он не очень любит соблюдать порядок, он эту ситуацию смоделировал. Но могло произойти несовпадение. Сын мог подойти попозже, где-то задержался с другом на улице, долго разговаривал. Когда он зашел домой, может, он куртку на место повесит. Исключения из правил бывают. Ну и про то, где он будет греться, мы уже сказали. Поэтому отец своими мыслями его ничего делать не заставлял. Он только на основе своего знания и опыта примерно предсказал то, что должно произойти. Но снова, знание отца, оно ограничено. Может быть, сыну вообще не суждено домой вернуться. Что касается знания Аллаха Та'аля, оно абсолютно и безгранично, и он всегда знает на 100%. И если у нас наши предположения и реальная практика могут не совпадать, то у Аллаха Та'аля всегда совпадение 100%, поскольку его знание безгранично, он каждого из нас создал, о каждом из нас он знает тончайшие, скажем, качества нашей души, нашей психологии. Аллах Та'аля абсолютно знает, абсолютно точно знает, в какой ситуации, каким образом мы поступим. Если у нас, скажем, в жизни произойдет что-то печальное, каким образом мы поступим. Если произойдет что-то радостное именно в конкретно вот этой ситуации, каким образом мы поступим, Аллах Та'аля все это знает. Ну и дальше второй элемент предопределения аль-кадар, осуществление того, что должно произойти по знанию Аллаха Та'аля. То есть Аллах Та'аля своим могуществом осуществляет то, что должно произойти. То есть те события, которые должны произойти в нашей жизни, и мы на них как-то должны отреагировать. Аллах Та'аля осуществляет, Он подготавливает их. И можно привести массу примеров. Скажем, но возьмите то же самое известное событие в истории, скажем, нашей страны, Курская битва. Около 3 миллионов человек, большое количество техники. И с той стороны много техники, и с этой стороны много техники. И вот они, каждый по своей воле, кто-то за Родину, кто-то за Сталина, кто-то за Великую Германию, кто-то из-за того, что сзади его пулемет ждет. Но в любом случае по своему личному выбору.
Кто-то патриотичный, кто-то под страхом, но каждый по своему добровольному выбору там оказался, и не просто оказался, еще большое количество техники было собрано и так далее и тому подобное. И вот эти судьбы миллионов людей на вот этом небольшом клочке земли, они пересеклись. Но снова каждый со своим выбором. И Аллаху Тааля это заранее знал, что это событие произойдет. И, соответственно, все, что необходимо для этого, Аллах Тааля подготовил. То есть и необходимые знания человечеству дал, и необходимые технологии раскрыл, и место было подготовлено, Аллах Тааля создал это место. Ну и, соответственно, и люди эти были созданы. Но каждый пришел по своему выбору, и каждый поступал в соответствии с своим выбором. Ведь когда Аллах Тааля нам какие-то технологии открывает, эти технологии мы всегда можем использовать двумя способами: для блага, для зла. Но то же самое, скажем, то, что человечество расщепило атом, с одной стороны, это благо, можно построить электростанцию, и освещать дома, отапливать дома большого количества людей, либо можно сделать оружие и большое число людей погубить. То есть выбор за нами, Аллах Тааля эти технологии нам открывает, но мы ими, скажем, для своей пользы тоже пользуемся. Ну и возвращаясь к примеру с отдельно взятым человеком, то есть Аллах Тааля каждого из нас создал, знает каждые тончайшие струны нашей души, поэтому Аллах Тааля 100% знает, в какой ситуации, каким образом мы поступим, и, как мы с вами сказали, осуществляет то, что должно произойти. Но в рамках всего этого, в рамках божественного знания, могущества и воли, есть наш выбор. И зная, как мы каждый из нас в течение своей жизни будет поступать, Аллах Тааля также заранее знал, где и кто из нас окажется в итоге, кто в раю, кто в аду. И знание Аллаха Тааля, оно настолько, скажем, настолько безгранично, настолько абсолютно, настолько оно поражает. Но на сегодняшний день на Земле 7 миллиардов людей живет, и их судьбы пересекаются. Они не просто живут отдельно, каждый в своей квартире, каждый в своей пещере, они еще пересекаются, эти судьбы. Вот насколько только знание Аллаха Тааля безгранично. И про каждого из них Аллах Тааля знает, как он будет жить до конца своей жизни и где в итоге окажется. И также Аллах Тааля знал о деяниях. То есть так же, как отец смоделировал деяния своего сына, как он с курткой поступит, как с хлебом поступит, где греться будет. Точно так же Аллах Тааля, обладая и вообще безграничным абсолютным знанием, Аллах Тааля заранее знал, какие деяния мы будем творить, но по собственному выбору. И ответственность мы несем за этот выбор. Дальше имам Тахави говорит: «О куллюн муяссарун лима хулика лаху». Каждому облегчено то, для чего он создан. То есть, когда сахабы задали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, вопрос: если Аллах Тааля все знает, зачем нам что-то делать, какие-то действия предпринимать? Пророк Аллаха Тааля на этот вопрос ответил: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, ва кулли а'малу фасайраллаху а'малакум ва расулуху фасайраллаху а'малакум ва расулуху аль-му'минун». Аллах Тааля сказал: делайте, и ваши деяния увидит Аллах, Его посланник и верующие. И в любом случае, совершаем мы какое-то деяние или вообще отказываемся что-то совершать, в любом случае это наш выбор. Отказ от деяния – это тоже своего рода деяние, и это тоже наш выбор. Поэтому
никто не может оправдаться, а я вот не выбирал, никаких деяний не делал. Все равно ты делаешь выбор отказом от деяния. Это тоже твой выбор, и за него ты тоже несешь ответственность. И вот после того, как мы сделали выбор, Аллах Та'аля облегчает наш путь. Если мы делаем выбор в сторону блага, в сторону добра, Аллах Та'аля нам облегчает совершение благих поступков. Если мы делаем выбор в пользу зла, то Аллах Та'аля облегчает совершение зла. То есть по этому поводу в суре Лейль сказано: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, фамма ман а'та ваттака ва саддака бил хусна фасанусируху лил юсра». Аллах Та'аля говорит: а тот, кто был щедр, фамма ман а'та ваттака, и богобоязненный, ва саддака бил хусна, и верил в прекрасное, то есть верил в то, что принес пророк, саллаллаху алейхи вассалям, фасанусируху лил юсра, тому мы облегчим его путь к легкому. То есть вот он сделал выбор: я последую за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, я буду делать такие деяния, Аллах Та'аля ему этот путь дальше облегчает. Или человек ему встречается, который ему объясняет религию, или книга встречается, или какое-то событие в его жизни, о котором он задумывается. То есть Аллах Та'аля ему облегчает этот путь. И то же самое наоборот. А кто был скуп и считал, что он не нуждается, что он совершенно, абсолютно независим, не нуждается в ежесекундной поддержке Аллаху Та'аля, и считал ложью прекрасное, то есть считал ложью то, что принес пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тому мы облегчим путь к тягчайшему, то есть путь к аду. И яркий пример – это современники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, два современника. Они были в совершенно одинаковых условиях. То есть оба современники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, оба жили в том же городе, где он жил, оба слышали его речи, оба примерно одинакового материального достатка, оба примерно одинаковый социальный статус занимали. И за обоих пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал дуа: «О Аллах, дай силу исламу посредством Умара ибн аль-Хаттаба или посредством Абу Джахля». И только мы знаем, Умар ибн аль-Хаттаб прислушался к Корану, уверовал, и Аллах Та'аля его поднял до степени второго по приближенности из числа сахабов, сделал его вторым праведным халифом. Что касается Абу Джахля, то его жизнь завершилась во время битвы при Бадре. И не нужно считать, что Абу Джахль был глупее Умара ибн аль-Хаттаба. Они оба понимали, что есть идолы, что они совершенно бесполезны. Иллюстрацией тому служит, во-первых, рассказ Умара ибн аль-Хаттаба, когда он уже был в Медине, что мы из сладостей делали идолов, брали их с собой в путешествие, поклонялись этим идолам, а когда еда заканчивалась, мы этих идолов съедали. То есть свое собственное божество человек съел. То есть понимание было. У Абу Джахля то же самое. На это указывает риваят, что однажды рядом с Каабой вечером встретились два язычника. Один Абу Джахль, второго имени сейчас не помню. Но до этого днем они договорились, что к Каабе мы больше приходить не будем. И Мухаммада, саллаллаху алейхи, когда он читает Коран, слушать не будем. Но это на них влияние сильное оказывало. И вот они встретились. И тут язычник говорит Абу Джахлю: «А ты что здесь делаешь-то?» Абу Джахль отвечает вопросом на вопрос: «А ты что здесь делаешь?» И тогда второй язычник ему начинает объяснять: «Ну ты же понимаешь, что наши идолы и им поклонение совершенно бесполезно, ни вреда от него пользы нет». И тогда Абу Джахль ему отвечает: «Я это тоже прекрасно понимаю, но ты же понимаешь, что с нами будет, если мы сейчас за ним последуем».
То есть они боялись потерять свой социальный статус, свое богатство и так далее и тому подобное. То есть они все прекрасно понимали. Соответственно, обоим, и Умар ибн аль-Хаттабу, и Абу Джахлю, был дан одинаковый шанс, они были в совершенно одинаковых условиях, и каждому Аллаху Тааля облегчил тот выбор, который они сделали. «Валь-а'малю биль-хаватим». Дальше имам Тахави говорит, и действия оцениваются по их окончанию. И в целом жизнь человека оценивается по ее конечному итогу. И по этому поводу в хадисе сказано, в хадисе от Абу Хурайры, «Инна ар-раджуля ла я'малу заманан тавиля, az-zaman at-тавил би'амали ахли аль-джаннати, thumma юхтаму лаху амалуху би'амали ахли ан-нар, ва инна ар-раджуля ла я'малу би'амали ахли ан-нари, thumma юхтаму лаху би'амали ахли аль-джанна». Абу Хурайра передает, что какой-то некий человек может всю жизнь, очень долгое время совершать деяния обитателей рая, но последним его деянием, хатом, завершением, будет деяние обитателей ада, и он войдет в ад. И наоборот, возможно, кто-либо будет совершать деяния, которые обычно совершают обитатели ада, но последним его деянием, хатом, будет деяние обитателей рая, и он пойдет, то есть в рай. Почему так получается? Нам кажется, вроде несправедливо. На самом деле, Аллах Тааля прекрасно знает, что у каждого из нас внутри, с каким намерением, какое деяние мы совершаем. И человек может всю жизнь совершать какие-то вроде бы, с одной стороны, благие деяния, но намерение у него будет неправильное, душа у него нечистая, сердце испачкано грязью, внутренними, духовными, душевными грехами, и в итоге вот эта внутренняя грязь перед смертью, она проявляется в деяниях. И наоборот, человек, по своей, скажем, слабости совершает какие-то деяния или не по незнанию совершает деяния обитателей ада, но в сердце у него благое намерение, стремление к добру, к хорошему, можно сказать, сердце чистое, и Аллах Тааля дает возможность этой чистоте проявиться перед смертью. Поэтому никто из нас не вправе сказать про кого-то конкретного, это обитатель рая, это обитатель ада. Кроме тех, кого пророк ﷺ обозначил хадис, или о ком Аллах Тааля сказал в Коране. Кроме них у нас информации нет, и ни про кого мы не имеем права говорить, что вот он попадет в рай, он попадет в ад. По последнему деянию Аллах Тааля оценивает. وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعَدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ. И истинно счастливым считается тот человек, который счастлив по предопределению Аллаху Тааля, и истинно несчастным считается тот человек, который несчастен по предопределению Аллаха Тааля, но, как известно, знание этого только у Аллаха Тааля. И вот в этом вопросе сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они были настолько осторожны, настолько богобоязненны, что и Умар ибн аль-Хаттабу, и Усман ибн Аффану приписываются примерно одинаковые слова. Но, если не ошибаюсь, ривает про Усмана ибн Аффана. Однажды Усман ибн Аффан выходит из своего дома, видит птицу и говорит: «Какая же ты счастливая! В судный день ты превратишься в прах, для тебя нет ни спроса, ни награды, ни наказания. А я не знаю, что со мной будет еще». Несмотря на то, что пророк ﷺ его обрадовал раем, но он сохранял вот это состояние. Дальше имам Тахави говорит: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق النظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. Имам Тахави говорит: والأصل
аслул кадари сирруллахи та'аля фи халькихи. Основа предопределения – это тайна Аллаха Та'аля в Его творениях. Лам яттали аля далика малякун мукаррабун. И не познал эту тайну ни самый приближенный ангел, валя набиюн мурсалюн, и не посланный пророк или посланник. Ат-тааммуку ван-назару фи далика дари'атуль худлян. И углубление в предопределение, какое-то размышление, поиск в нем, дари'атуль худлян, то есть в нем есть опасность сойти с прямого пути, быть униженным. Осуллям аль-хирман – это ступенька для лишения, то есть лишения милости Аллаху Та'аля. Вадараджат ат-тугьян – это степень ослушания Аллаху Та'аля. То есть здесь речь не идет о том, что мы, как мусульмане, не должны изучать предопределение. Поскольку наша обязанность в предопределение верить, мы его изучать должны. Но речь идет о конкретных случаях, когда человек копается в своей судьбе, а почему у меня произошло так, а почему у меня произошло вот так, а почему Аллах Та'аля мне дал это, а почему Аллах Та'аля мне не дал это, и так далее и тому подобное. Скажем, но почему Аллах Та'аля ему подарил Мерседес и вертолет, а я на этом вертолетном заводе работаю, например. То есть никто не вправе таким образом делать поиск. Почему? Потому что это тайна Аллаха Та'аля. То, что для тебя является благом, ты не знаешь. Поэтому Аллах Та'аля в одном из аятов говорит: «Аса ан такраху шей'ан ва хуа хайрун лакум, ва аса ан тухиббу шей'ан ва хуа шаррун лакум». То есть, возможно, вы что-то полюбите, а это зло для вас. Возможно, вы что-то возненавидите, а это является добром для вас. И кому-то, может быть, да, сложно, скажем, жить, когда у него достаток маленький, но, возможно, это для него является благом. Кто-то думает, что богатство для него благо, а может, оно на самом деле для него зло. По этому поводу даже есть хадис об одном из современников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который вместе с сахабами в свое время очень активно посещал все 5 намазов, но после намаза сразу домой убегал. И вот однажды он приходит к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: «О посланник Аллаха, попроси Аллаха для меня богатства». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Тебе лучше потерпеть». И он немножко возмущается и говорит: «Ну как же, вот у меня всего лишь одна одежда у нас на двоих с женой. Я здесь намаз читаю и сразу спешу домой, чтобы у меня жена тоже намаз вовремя почитала. Вот настолько мы бедны». Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Все равно для тебя лучше потерпеть». Но этот человек потерпел и через некоторое время возвращается. Пророк саллаллаху алейхи вассалям второй раз его возвращает обратно, говорит: «Тебе лучше потерпеть». Но он в третий раз приходит, и пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Хорошо, я дуа сделаю, но для тебя все-таки терпение было бы лучше». В итоге пророк саллаллаху алейхи вассалям делает дуа, тот человек потихоньку начинает богатеть, уже на 5 намазах не появляется, только ходит на джума, остальные намазы дома читает. Затем его и на джума становится не видно, поскольку хозяйство все прибавляется и прибавляется, овцы, верблюды и так далее и тому подобное, за ними нужно ухаживать. В итоге пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посылает к нему сборщиков закята. Он им отказывает. И когда сборщики закята вернулись, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: даже если после этого он сам придет и принесет закят, вы у него не принимаете. Вот настолько степень этого человека, она стала низкой. Поэтому, не знаем мы, что для нас лучше, что хуже. Поэтому то, что Аллах Та'аля предопределил, то, что в знании Аллаха Та'аля есть, мы это признаем и в вот эти мелочи не погружаемся. Но все равно тему предопределения мы должны понимать хорошо. Почему? Потому что непонимание предопределения в свое время заложило основы 2 сект. Одна секта джабритов, которые считали, что человек в этом мире совершает все по принуждению. И вторая секта кадаритов, которые дошли до того, что сказали, что человек сам творит свои деяния.
То есть и это заблуждение, и это заблуждение. Поэтому, чтобы у нас акида была правильной, мы должны изучать предопределение, знать его, но лично в судьбу свою или какого-то другого человека мы не должны углубляться, погружаться, поскольку это божественная тайна. Аллах Та'аля эти мудрости, эти тонкости от нас скрыл. Дальше имам Тахауи, продолжая эту же тему, говорит: «Фаль-хадара кулль-хадари мин залика назран о фикран о васвасатан». Имам Тахауи говорит: остерегайтесь, и еще раз остерегайтесь об этом размышлять, углубляться в смыслами и васваса, и поддаваться наущениям сатаны. فإن الله طوى علم القدر عن الأنام ونهاهم عن المرام كما قال تعالى لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Продолжаем, имам Тахауи говорит: воистину Аллах Та'аля скрыл знание о предопределении от людей и запретил искать, углубляться в него. И приводится цитата из Корана: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, ла юс'алу амма яф'аль». Аллаху Та'аля не спрашивается о том, что Он делает, «Вахум юс'алун», а остальные все люди, мы все с вами будем отвечать, будем спрошены за свои деяния, будем отвечать, почему мы поступили так и почему мы не поступили так. Что касается Аллаха Та'аля, то в отношении Него мы не вправе сказать, почему Он сотворил так, почему сотворил так и так далее. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. Дальше имам Тахауи говорит еще более страшные слова. И кто задает вопрос, почему Аллах Та'аля так сделал, тот отвергает закон книги, то есть закон Корана, вот тот аят, который мы только что прочитали. «Уман радда хукм аль-китаби», а тот, кто отвергает закон Корана, закон книги, тот становится неверующим. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. Имам Тахауи говорит: и вот этого, что мы здесь сказали, достаточно для тех, чье сердце озарено из числа праведников Аллаха Та'аля аулия. То есть аулия особо не углублялись, почему у меня так, почему у меня так. То есть Аллаху Та'аля даровал мое предопределение, скажем, предписал мне родиться там, родиться такой-то национальности, родиться в такой-то семье. Я не жалуюсь, не ропщу, это свое предопределение принимаю. Завтрашний день мне неизвестен. И в поиск, почему именно так, я не углубляюсь. Почему? Потому что ответа мы не найдем, знание только у Аллаха Та'аля. И вот это была вера аулия праведников. Это степень ученых, то есть ученые тоже так верят. И дальше имам Тахауи поясняет. Он говорит: потому что знание есть двух видов. То есть то знание вообще, которое имеется, оно двух видов. Альман фил халки мауджудун, ва альман фил халки мафкудун. То есть знание, которое есть у созданий, то есть оно им открыто, и знание, которого у созданий нет, оно от них скрыто. فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ وَإِدِّعَاءُ عِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ. И дальше имам Тахауи говорит: отрицание того знания, которое открыто, является неверием, и притязание на знание, которого нет, которое скрыто, тоже является неверием. То есть здесь имам Тахауи указывает нам на нашу миссию в этом мире. То есть Аллах Та'аля определил два знания. Одно знание, которое Он нам открыл, другое знание, которое Он от нас скрыл. Если то знание, которое Аллах Та'аля нам открыл, то есть Коран и Сунну, мы отрицаем, это вводит нас в неверие. Если мы пытаемся искать знание, которое Аллах Та'аля нам от нас скрыл, оно ненужное знание по сути, то это тоже является неверием. Поэтому обязанность человека отсюда какая следует? Мы должны признать то знание, которое Аллах нам открыл, Он же нам дал его. Зачем себе усложнять жизнь? Возьми то, что тебе открыто, то, что тебе дано, пользуйся им.
живи согласно это знание. А то знание, которое от тебя скрыто, ты все равно его открыть не сможешь. У тебя нет, у человека нет инструментов, чтобы углубиться и познать это знание. Поэтому просто откажись от него. Сколько бы я ни старался, ты его познать не сможешь. Ни астрология, ни какие-то магические технологии предсказания. Все это бесполезно, поскольку Аллах Та'аля это скрыл. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. И завершая, имам Тахауи говорит, и вера человека не будет прочной, или вера человека не состоится до тех пор, пока он не примет открытое знание, как мы с вами сказали, и не откажется от скрытого знания, как мы с вами сказали. Аллах Та'аля открыл, очень легко, бери и пользуйся. И не усложняй себе жизнь в поисках вот этого скрытого знания, поскольку, не сможешь ты его открыть. Поэтому совершенная вера будет только в том случае, если мы вот это знание примем и будем им пользоваться, а от того знания откажемся.